Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут поединок 29 ноября на московской ВТБ-арене. Спортсмены подписали контракт на бой в начале сентября. Позднее организаторы поединка сообщили, что бой пройдет по правилам бокса. Емельяненко является профессиональным бойцом ММА. Он не имеет постоянного контракта ни с одной из организаций. На счету Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. Кокляев начинал спортивную карьеру в тяжелой атлетике, а позднее участвовал в соревнованиях стронгменов. Он является многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжелой атлетике весовой категории свыше 105 кг. Также он является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Напомню, Кокляев никогда не выступал в единоборствах. Программа 9-го тура российской премьер-лиги по футболу закроется сегодня 2 матчами. «Динамо» в Москве примет Уфу, а Ростов дома сыграет с грозненским «Ахматом». Матч между «Динамо» и Уфой начнется в 20:00 по московскому времени. После 8 туров бело-голубые с 9 очками занимают 11 место в турнирной таблице. Команда Дмитрия Хохлова набрала 4 балла в последних 2 встречах и не пропустила ни одного мяча. А Уфа удивила многих любителей футбола сухими победами над лидерами чемпионата «Зенитом» и «Ростовом». В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграл Уфу – 3:0 дома и 2:1 в гостях. Уфимцы ни разу не обыгрывали бело-голубых в своей истории. Ростов начнет домашний матч с «Ахматом» в 20:30 по московскому времени. Хозяева подходят ко встрече с грозненцами 17 очками и 4-м местом в группе в российской премьер-лиге. Команда Валерия Карпина набрала неплохой ход, одержав 2 победы подряд. Серьезных потерь в составе ростовчан нет. «Ахмат» не может выиграть уже 4 тура подряд и видится аутсайдером предстоящего матча. «Ахмат» набрал 8 очков и идет на 13-м месте. Ватерполистки сборной России стали чемпионами мира. Победили команду Нидерландов в финале юниорского чемпионата. Турнир проходил в Португалии. Матч закончился со счетом 11:5 в пользу россиянок. В матче за 3-е место команда Италии победила сборную Греции. Сборная России на турнире заняла 1-е место в группе А, в которой выступали сборные Италии, Португалии и ЮАР. В четвертьфинале россиянки победили венгерок, а в полуфинале греческих спортсменок. Юниорский чемпионат мира по водному полу среди женщин проводится с 1995 года, раз в 2 года. Чаще всех побеждали в мировом турнире ватерполистки из США, имея 4 победы. Также на счету россиянок 1 серебряная и 2 бронзовые награды мировых первенств. Российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцыгов завоевал золотую медаль на чемпионате мира весовой категории до 72 кг. Турнир проходит в Нур-Султане. В финальном поединке 26-летний россиянин победил борца из Узбекистана. Победа Манцыгова принесла 1-ю золотую медаль в актив российской команды на турнире. Ранее серебро весовой категории до 63 кг завоевал Степан Марянян. Обе награды россияне завоевали в неолимпийских весовых категориях. Манцыгов является победителем прошлого чемпионата Европы. Также на его счету бронза континентального первенства. Манцыгов является также победителем и серебряным призером Кубка мира. Чемпионат мира завершится 22 сентября. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил Хельсинский Йокерит в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Команды провели 21-й очный матч. СКА одержал 15-ю победу. На счету финской команды 6. В турнирной таблице западной конференции СКА поднялся на 2-ю строчку. В активе клуба из Санкт-Петербурга 8 очков после 6 матчей. Йокерит идет на 8-й позиции, набрав 5 очков. В следующем матче СКА в гостях сыграет в Сочи 17 сентября. Йокерит на выезде встретится с Минским «Динамо» 21 сентября. Мужская сборная Испании по баскетболу победила команду Аргентины со счетом 95-75 в финале Кубка мира. Встреча прошла в Пекине. Самым результативным игроком матча стал легкий форвард сборной Аргентины Габриэль Дек, набравший 24 очка. У испанцев больше всего очков набрал разыгрывающий Рики Рубио – 20 очков. Он был признан лучшим игроком встречи. На 2 групповых этапах обе команды не потерпели ни одного поражения. В полуфинале аргентинцы обыграли французов, а испанцы оказались сильнее австралийцев. Команда Испании в 12-й раз играла на Кубке мира. Во 2-й раз, став победителем турнира, ранее испанцы выигрывали мировое первенство в 2006 году. Сборная Аргентины в 14-й раз выступала на чемпионате мира. Команда во 2-й раз стала серебряным призером. Ранее на турнире 2002 года аргентинцы также стали 2-ми, уступив в финале сборной Югославии. Кроме того, на счету сборной Аргентины есть золотые медали первого в истории чемпионата мира, который прошел в 1950 году.
На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.